Это трехструнный инструмент, называется ачонгур, наш абхазский ачонгур. Здесь несколько пород древесины. Вот эта передняя дека сделана из кедра. Вот эта часть живота сделана из павлонии. Есть такое дерево, павлония называется. Оно очень легкое и для инструмента вообще очень хорошо подходит. Гриф сделан из каштана, колки сделаны из бука. Мастер-художник Беслан Воуба с гордостью показывает абхазские народные музыкальные инструменты, сделанные своими руками. В этой уютной мастерской в самом сердце Очамчиры есть все от абхерцы до ахыма и ачамгура. Беслан Воуба занимается изготовлением музыкальных инструментов более 20 лет. Он с детства увлекался глиной, пластилином и деревом. А потом много участвовал в благотворительных проектах, мастерил мебель. Так увлечение Беслана превратилось в любимую работу. Сегодня главная цель мастера – сделать так, чтобы абхазские народные инструменты продолжали жить и радовать своим звучанием. Ведь тех, кто занимается их изготовлением, остались единицы. Сегодня мастеров нету. Единственный мастер, который есть сегодня, это Василий Арухаба. Он живет в селе Хуаб. И сегодня, можно сказать, я второй, который у нас в Очамчирском районе появился. И вот на данный момент я изучаю и в разработке имею другие виды инструментов, которые находятся у нас в Абхазии. Наши национальные инструменты — это как кайома и абхерца, вот вы там видите. Вот. И был еще разработан ахыма. Просто я сегодня вам не могу его показать, у меня его нету, а так этот инструмент тоже был изготовлен мной. Беслан увлекся этим ремеслом после того, как художника пригласили принять участие в проекте Дома юношества по обучению игре на национальных инструментах. Проект заключался в том, чтобы обучить молодых ребят и чтобы этот инструмент у нас не потерялся, как бы он национальный. И цель задачи была такой, чтобы этот инструмент создать по-новому у нас в стране, именно в Очамчирском районе. Вот. Мне стало интересно в том плане, как бы у меня всегда интерес был именно к художественным работам, а инструменты — это действительно художественные работы, как и другие виды изделий, именно касаемо не плотнических работ, а именно художественных. Мне стало интересно, я в роли учителя в этом проекте был, у меня было 6 человек, и поначалу было очень тревожно, что я не справлюсь с этой работой, но на протяжении 4-5 месяцев изучал, разобрал даже старый инструмент, чтобы посмотреть, как он был собран. В итоге я сделал 2 инструмента, на которых сыграли. И звук был потрясающий, все получилось. Однако процесс изготовления инструментов оказался непростым. В самом начале пути Беслан столкнулся с тем, что ему не хватало нужного оборудования, например, ленточной пилы и фуговального станка, без чего изготовление народных инструментов невозможно. Возникли сложности в том, что нужно было определенную кривизну делать определенным станком, и приходилось думать, как это выйти из положения. И очень много выходило браков, и очень много отходов получалось. И вот я написал проект в комитет спорта, и они выделили небольшую сумму для того, чтобы я мог приобрести эти инструменты. Они очень сильную поддержку мне дали. Позже мастер узнал о государственной программе поддержки малого и среднего бизнеса от Министерства экономики Абхазии. Увидев объявление, Беслан сразу подал заявку и прошел. Проект был поддержан государством. С помощью гранта Беслан смог приобрести необходимое оборудование. У нас это здесь ЧПУ-станок, торцовочная пила и большой компрессор. Он нужен для того, чтобы обеспечивать весь цех воздухом и там ухаживать за станками, также продувать какие-то станки, красить им можно, шкурить. Как бы это такая вещь огромная, которая набирает воздух в себе и подает. Вот у меня здесь шланг подключен. Сегодня Беслан не только изготавливает музыкальные инструменты и обучает молодых людей этому ремеслу, но еще появилась возможность их продавать. Сейчас я делаю на продажу тоже. У меня вот с Андрюшей сейчас заказывают инструменты, хотят там же школу хотят открыть, чтобы там же можно было обучать детей играть на этом инструменте. Большое спасибо хотел бы в первую очередь сказать главе государства за поддержку такого малого бизнеса, вот кто вот работает по ИП и кому действительно нужна как маленький толчок, и где они это помогают, это очень важно для того, чтобы наше мастерство не потерялось. Я очень благодарен и ценю тот шаг и тот
те проекты, которые они проводят, на самом деле это очень важно для самого развития, для нашей страны. Понимаете, вся суть и нашей страны в том, что если не будет искусства и не будет мастерства, то мы как культура тоже не будем развиваться. И когда государство сопутствует этому и как бы помогает по возможности, да, это, во-первых, дает стимул для того, чтобы ты дальше что-то новое создавал. Если будут побольше таких проектов, я думаю, многие люди просто могут какую-то давнюю мечту воплотить и заниматься своим любимым делом. Государственная краткосрочная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Республике Абхазия действует с 2022 года. В ней могут участвовать организации индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в стране на условиях софинансирования. Часть расходов оплачивается заявителем самостоятельно, часть – государством. За последние 2 года благодаря программе было принято и реализовано 294 заявки от предпринимателей на общую сумму 200 миллионов рублей. Гугут Савардания, Налач Хинджерия, Саида Гухава, Абхазское телевидение.